Гражданская война, явившаяся неизбежным следствием февральского и октябрьского переворотов, разрушив русское государство, прорисовала на его обломках прежде никогда не существовавшие этногеографические реалии Финляндию, Эстонию и Латвию. Вернулось на карты Европы и более столетия на них отсутствовавшее польское государство. Вернулось, чтобы незамедлительно принять корыстное участие в кровавой усобице русских. Участие Польши в этих трагических для нашего народа событиях в советской историографии принято именовать Советско-Польской войной 1920 года. Как и всегда, когда в объективное описание исторического процесса вмешивается идеология, и советские, и польские историки независимо друг от друга создали ряд устойчивых исторических мифологем. Как ни странно, мифологемы эти по сию пору взаимно признаваемы как в Польше, так и коммунно-либеральными историками в нашем Отечестве. Главный из этих мифов носит красивое название «Чудо на Висле». Скажем сразу, чудо на Висле, то есть катастрофическое поражение Красной Армии под Варшавой, это бесспорный исторический факт. Миф возникает тогда, когда советские и польские историки начинают поиск причин, объясняющих истоки этой судьбоносной драмы. Между тем, исторический миф при всей своей кажущейся отвлеченности и даже виртуальности не безобиден, ибо неправильное понимание прошлого всегда ведет к небезобидным и очень реальным перекосам во вполне современной политике. Следует заметить, что гражданская война в России, эпизодом которой является советско-польский конфликт, только условно может считаться войной русских. Оплаченные американскими банкирами коммунистические вожди Ленин и Троцкий поставили Россию под управление наднационального преступного сообщества, официально именуемого Третьим интернационалом. Одним из главных фактов, сломивших русское сопротивление коммунизму, наряду с кровавым террором, возведенным коммунистическими вождями в ранг государственной политики, была так называемая военная интервенция стран Антанты, обеспечившая разрушение тыла белых армий. Тем не менее, англичане, французы и американцы, хоть и весьма по-медвежье, откровенно по-предательски, но тем не менее помощь русским в борьбе с коммунизмом оказывали. Русско-польские и польско-советские взаимоотношения выстраивались по совершенно иному сценарию. В 1815 году Польша исчезла с политической карты Европы. Границы, установленные в Восточной Европе Венским конгрессом, просуществовали до 1914 года, когда начавшаяся Первая мировая война поставила вопрос о новом территориальном переделе. Восстановив по результатам Версальского мирного договора суверенитет над большей частью исконно польских земель, поляки не желали на этом останавливаться. Правительство возрожденной Польши ставило перед собой куда более амбициозные задачи. Поляки желали восстановления Польши от моря и до моря. У законного русского правительства, то есть у императора Николая II, в отношении послевоенной судьбы польского народа планы были куда более справедливыми и разумными. Уже 14 августа 1914 года российское правительство заявило о стремлении объединить всех поляков и воссоздать польскую государственность в границах независимого царства польского под покровительством российского императора. 5 ноября 1916 года страны оси провозгласили самостоятельное царство польское, вот только без указания его границ. Спустя месяц был создан Польский временный государственный совет. Контрмерой России стало заявление от 12 декабря 1916 года, в котором было объявлено о стремлении к созданию свободной Польши из всех ее 3 частей, и что характеризует русское отношение к польской проблеме, включая земли, которые до войны входили в состав Российской империи. Тем временем, в феврале-марте 1917 года инспирированный союзниками военный заговор, так называемый заговор генералов, возглавленный и осуществленный начальником штаба ставки Алексеевым, привел к отречению императора Николая Александровича.
Параллельное возникновение самозванного Временного правительства и не менее самозванной системы советов положило начало опасному двоевластию. Уже 14 марта 1917 года Петроградский совет наряду с другими откровенно преступными антигосударственными актами принял декларацию о так называемом «праве наций на самоопределение», заявляя, что в числе прочих им может воспользоваться и Польша. 17 марта Временное правительство также заявило о необходимости создания польского независимого государства. В советские времена именно на этих актах базировался, если не исторический миф, то во всяком случае существенная историческая неточность, трактовавшая возрождение польской государственности как следствие русской революции. С началом революции в Австро-Венгрии 27 октября Польский Регенский совет объявил о создании польской армии с включением в ее состав всех польских военных формирований. А 7 ноября, в преддверии теперь уже германской революции, в Люблине как-то уж очень своевременно возникло народное, то есть социал-демократическое правительство, которое заявило о распуске Регенского совета и провозгласило гражданские свободы. Все это очень похоже на разыгранный в России сценарий двоевластия. Не потому ли, что и германские события заказал и оплатил один и тот же незримый руководитель? Понимая, что власть ускользает из рук, Регенский совет добился от Германии освобождения Пилсудского, который 10 ноября прибыл в Варшаву. Переговоры с Регенским советом и Люблинским правительством привели к тому, что 14 ноября вся власть была передана Пилсудскому. Стоит напомнить, что еще с 1905 года Юзеф Пилсудский, террорист и убийца, работал в тесном контакте и на деньги главного финансиста и организатора русской смуты, американского банкира Якоба Генри Шифа. В современной России, преодолевая перекосы коммунистической историографии, принято разоблачать преступления коммунизма. Но при этом многие современные авторы впадают в противоположный крен, откровенно демонизируя советское государство. Как бы ни были чудовищны преступления Ленина, Троцкого, Свердлова и Дзержинского, но истина дороже. 16 ноября Пилсудский уведомил все страны, кроме РСФСР, о создании независимого польского государства. Однако уже 28 ноября советское правительство заявило о готовности установить дипотношения с Польшей. В декабре 18 года советская сторона еще трижды безответно предлагала установить дипотношения. А 2 января 1919 года поляки и вовсе расстреляли миссию Российского Красного Креста. В современной Польше любят педалировать Катынскую трагедию. Но в Польше никто никогда не вспоминал и не вспоминает о том, как 2 января 1919 года именно польская сторона положила начало длинной цепочке обоюдного человекоубийства. В ноябре 1918 года германские войска стали отводиться с оккупированных территорий, а уже 1 января 1919 года польские части оккупировали Вильно. С февраля 1919 года возник сплошной советско-польский фронт от реки Неман до реки Припять. Из донесения от 11 апреля 1919 года президенту США Вудро Вильсону от американского представителя при миссии государств Антанты в Польше генерал-майора Кернана. Хотя в Польше во всех сообщениях и разговорах постоянно идет речь об агрессии большевиков, я не мог заметить ничего подобного. Напротив, я с удовлетворением отмечал, что даже незначительные стычки на восточных границах Польши свидетельствовали скорее об агрессивных действиях поляков и о намерении как можно скорее занять русские земли и продвинуться насколько возможно дальше. О том, как продвигалось войско польское в русские земли, можно судить по воспоминаниям вполне компетентных очевидцев. В присутствии генерала Листовского, командующего оперативной группой в Полесье, застрелили мальчика лишь за то, что якобы недобро улыбался. Один офицер десятками стрелял людей только за то, что были бедно одеты и выглядели как большевики. Были убиты около 20 изгнанников, прибывших из-за линии фронта. Этих людей грабили, секли плетьми из колючей проволоки, прижигали раскаленным железом для получения ложных признаний.
Косаковский был также очевидцем следующего, с позволения сказать, опыта, когда польские офицеры кому-то в распоротый живот зашили живого кота и побились об заклад, кто первый умрет, человек или кот. Зато во время похода войск Деникина на Москву польское руководство заняло выжидательную позицию. И это при том, что и Деникин, и Колчак независимость Польши признавали безусловно, как декларированную не только временным, но и императорским правительством. Но Пилсудский прекрасно понимал, что ни одно русское правительство никогда не признает законность аннексии Белоруссии или Западной Украины, осуществленной в течение 19 года польскими войсками. 25 апреля 1920 года поляки без предъявления дипломатических нот атаковали советские войска на широком фронте от Припяти до Днестра. Главный удар противник наносил по 12-й Красной армии. 6 мая 1920 года 12-я армия оставила Киев и отошла на восточный берег Днепра. 8 и 9 мая польские войска захватили плацдарм на левом берегу Днепра в районе Киева. В оккупированных районах Украины поляки, пилсудчики, беззаветно и с упоением грабили население, сжигали целые деревни, расстреливали и вешали ни в чем не повинных граждан. В городе Ровно оккупанты расстреляли более 3000 мирных жителей, а в местечке Тетиево во время еврейского погрома было вырезано 4000 человек. За отказ населения дать оккупантам продовольствие были полностью сожжены деревни Ивановцы, Куча, Собочи, Яблоновка, Новая Гребля, Мельничи, Кирилловка и другие. Напомним, что в 1903 году во время учиненного молдаванами Кишиневского погрома погибло 36 евреев. Кишиневский погром был остановлен русскими войсками и полицией. И тем не менее, для якобы Генри Шифа это послужило поводом выделить $1 миллиард на тайную и открытую войну с русским государством. А вот когда жалнеры выпистанного им Пилсудского тысячами убивали его соплеменников, это не произвело на великого американского финансиста ни малейшего впечатления. Зато Красная Москва готовилась к серьезному ответу. 29 апреля 1920 года в командование Западным фронтом вступил Михаил Тухачевский, а 26 мая 1920 года ЦК РКПБ назначил Иосифа Сталина членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта. В течение мая Юго-Западный фронт получил более 41 тысячи человек пополнения. Одновременно на Юго-Западный фронт перебрасывалась с Северного Кавказа первая конная армия Буденова. Контрнаступление советских войск Юго-Западного фронта началось 26 мая. На Днепре советским войскам содействовала Днепровская военная флотилия. Выход частей первой конной Буденного в глубокий тыл Третьей польской армии и успешное фронтальное продвижение Красной 12-й армии создали благоприятные условия для полного окружения польских войск в районе Киева. 12 июня 58-я Красная стрелковая дивизия во взаимодействии с десантом Днепровской флотилии вступила в Киев. В результате главные силы Красной армии получили возможность наступать на Люблин и Львов. И Буденный бросил свою первую конную армию в наступление на город Ровно, в ходе которого 2 июля 1920 года произошло встречное сражение, закончившееся поражением польских войск. На рассвете 4 июля Тухачевский повел войска Западного фронта в наступление. Войска Тухачевского смяли фронт первой польской армии, но полностью окружить армию им не удалось. И прежде всего потому, что при планировании операции командование Западного фронта допустило серьезные просчеты. В условиях развала Польского фронта 1 июля в Варшаве был создан Совет обороны государства во главе с самопровозглашенным маршалом Пилсудским. 5 июля Совет обороны обратился к Антанте с просьбой о содействии в мирных переговорах. И уже 11 июля 1920 года советским представителям в Англии была передана нота лорда Керзена с требованием остановить наступление на линии от Гродно до Карпат. Именно в это время
Изначальная идея концентрического удара войсками Западного и Юго-Западного фронтов на Варшаву уступила место эксцентрическому удару на Варшаву и Львов. При этом ударные группировки Западного и Юго-Западного фронтов должны были действовать в значительном отрыве друг от друга. Изменение направления главного удара войск Юго-Западного фронта накануне решающих боев, от которых зависел исход советско-польской войны, в целом противоречило реальной обстановке. Часть историков винит в этом Тухачевского, другие, это сегодня модно, приписывают инициативу так называемому разбегающемуся удару члену военного совета Юго-Западного фронта Сталину. Ну, я бы еще сказал, Егорову. И почти все забывают о том, что инициатива фронтов обретала силу приказа только после утверждения главкомом Каменевым. Но никто не желает помнить о том, что за спиной бывшего царского полковника Каменева стоял наркомвоенмор Лев Троцкий. Именно его голова закружилась от первых успехов. Красная Москва уже готовила советизацию Польши. 30 июля в Белостоке был создан Временный революционный комитет Польши, Полревком, в составе Мархлевского, Дзержинского, Кона, Прухника, для обеспечения деятельности которого Москва выделила 1 миллиард рублей. Тем не менее, польское командование приступило к выполнению плана отражения наступления Советского Западного фронта на Варшаву. Для этого поляки снимали войска с львовского направления. Согласно плану, из 23 польских дивизий 20 предназначались для Варшавской операции. Боевой состав польских войск, выделенных для сражения на Висле, насчитывал 108 тысяч штыков и сабель. На вооружении войск находилось 1834 пулемета, 108 тяжелых и 526 легких орудий. Кроме того, они имели свыше 70 танков. 3 польские дивизии, 6-я армия и так называемая Украинская армия предназначались для обороны в районе Львова. Польское руководство не только приступило к реализации своего плана контрудара, но и ужесточило меры по поддержанию дисциплины в армии. Так, с 14 августа были введены вооруженные пулеметами заградительные отряды для остановки отступающих частей. Так что автором этой военной технологии был не генералиссимус Иосиф Сталин, а польский маршал Юзеф Пилсудский. Собственно, вот эти меры, помноженные на полководческую недальновидность Тухачевского, в кругах как польских, так и российских постсоветских историков, и принято считать главными слоганами польской победы. Но Висленское чудо ковалось не там. 7 июля 30-тысячная русская армия генерал-лейтенанта Петра Николаевича Врангеля форсировала Перекоп. 2 августа 1920 года Политбюро ЦК РКПБ приняло постановление о создании самостоятельного Южного фронта для борьбы против белогвардейских армий Врангеля. К августу 1920 года Южный фронт Красных уже насчитывал до 150 тысяч штыков и сабель. Это и были те самые войска, которых не хватило Тухачевскому, чтобы прикрыть растянутый левый фланг, когда от Варшавы его отделяло едва 20 километров. Между тем, командование Западного фронта беспечно разрабатывало план наступления на Варшаву. Войска этого фронта насчитывали около 100 тысяч штыков и сабель, несколько уступая противнику по численности. Вышедшие к Висле советские части были крайне утомленными и малочисленными. В некоторых дивизиях осталось не более 500 бойцов. Сражение на Висле началось 13 августа 1920 года. 13 августа советские дивизии овладели городом Радзимином, находящимся в 23 километрах от Варшавы, а уже 14 августа пришла в наступление 5-я польская армия. Севернее Варшавы ее кавалерийская группа в 10 утра ворвалась в Цеханув, где находился штаб 4-й советской армии. Беспорядочное отступление штаба армии привело к утрате им связи как со своими войсками, так и со штабом фронта. В результате весь правый фланг остался без управления.
Исчерпав возможность сопротивления, 18-я, 53-я, 12-я стрелковые дивизии 4-й армии и основные силы 33-й и 4-й стрелковых дивизий 15-й армии 25 августа перешли германскую границу и были интернированы. Части 3-го Кавкорпуса до 26 августа старались пробиться на восток, но, исчерпав боеприпасы, тоже отошли в Восточную Пруссию. А в это время главная маневренная сила красных, Первая конная армия Буденова, вплоть до 19 августа продолжала тяжелые бои в районе Львова. Таким образом, в момент решающих боев Красной армии за Варшаву 12-я армия и особенно Первая конная армия, являвшаяся мощной ударной маневренной силой, оказались далеко в стороне от главного участка боев и фактически не могли оказать необходимой помощи войскам Западного фронта. Современные постсоветские историки, в частности такой известный автор, как господин Мельтюхов, именно отсутствие на Висле конников Буденова считают главной причиной катастрофы, постигшей Красную армию на подступах к польской столице. Однако напомним, что даже перед началом похода на Львов и Замостье списочный состав конармии не превышал 16 тысяч человек. Русская армия Петра Врангеля оттянула на себя до 150 тысяч штыков и сабель. Несмотря на Варшавскую катастрофу, именно против Врангеля на Южный фронт был отправлен и лучший полководец Красной армии Михаил Фрунзе. Польское чудо предотвратило советизацию Польши. Польское чудо также предотвратило разрастание российской революции, если не в мировую, то уж во всяком случае в революцию европейского масштаба. Но произошло оно не на Висле, а на Днепре под украинским местечком по имени Каховка. Врангель поляков спас, а вот поляки поступили с русскими совсем по-другому. 15 октября поляки заняли Минск, но 17-го оставили город, отойдя к линии границы. С 24:00 18 октября боевые действия прекратились, и войска сторон стали разводиться в соответствии с предварительным договором. 12 сентября в Ригу прибыла советская, а 19 сентября – польская делегация. 21 сентября стороны начали переговоры, которые завершились подписанием соглашения о перемирии, которое вступило в силу с 18 октября 1920 года. Итогом советско-польских переговоров стал Рижский мирный договор, подписанный в 20 часов 30 минут 18 марта 1921 года. По данным польской статистики, Польша получила западно-белорусские земли с населением в 3 987 000 человек, из которых около 3 миллионов составляли белорусы. И западно-украинские территории примерно с 10 миллионами населения, из которого доля этнического польского населения на этих восточных окраинах составляла всего лишь около 10%. Если процитировать Пилсудского, то он говорил так, что пусть Россия погнет еще лет 50 под большевиками, и тогда Польша окрепнет, и мы получим то, что мы хотим получить в вопросах геополитики. Отказ польского руководства от поддержки Врангеля в обмен на получение территорий на Востоке позволил советскому руководству перебросить основные силы Красной армии на юг и к 16 ноября 1920 года уничтожить последний очаг русского сопротивления в европейской части России. Напомним, что конференция в Риге проходила под жестким кураторством Британии и Франции. Решение предать русских Пилсудский принимал отнюдь не в гордом одиночестве. Согласно польским данным, польская армия только с апреля по октябрь 1920 года потеряла 184 246 человек. Реальные потери Красной армии неизвестны. Известно лишь, что за время войны польские войска взяли в плен более 146 000 человек, из которых около 60 000 советских военнопленных умерли в польских концентрационных лагерях. Когда 8 августа 2008 года грузинские войска вторглись в Южную Осетию, именно польский лидер пан Качинский
открыто поддержал преступные действия Михаила Саакашвили и его режима. Современные поляки любят выставлять России счет за подписанный советским правительством пакт Молотова-Риббентропа. Они любят вспоминать катынскую трагедию, но они не любят вспоминать о своей роли в установлении этой власти. Они не любят вспоминать о своей роли в разрушении русской государственности, при сохранении которой из истории 20-го столетия были бы вычеркнуты не только Катынь и немецкие самолеты в небе над Варшавой, но и многие другие горькие страницы.